приедешь в Казахстан, будешь снимать фильмы здесь. И для себя я научился именно каскадерству. Содан кейін маған айтты, тебя утвердили. И это наш первый проект с нашими партнерами Big Ocean. Но каждый ребенок, он своеобразный, правильно? То есть вот самородок, честно скажу, и он очень нам помог. Сильно фокусировался на эмоциях. Он пошел на кухню, открыл газ. Я сказала, я не профессионально пою, но я так любительски, я всегда так говорю. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «Кадр за кадром». Я его ведущий Жанаманов Еркеблан, где мы рассказываем и обсуждаем про новые казахстанские фильмы. И в этот раз, сегодняшний день, у нас замечательный фильм «Жап Жас Ата» 16 января, который выходит во всех кинотеатрах Казахстана. И сегодня у нас замечательные гости, участники и создатели данного фильма и замечательный режиссер данного кинопроизведения Алена Алмаз. Здравствуйте. Наша казахстанская актриса, выдающаяся в будущем, Мона. И сыгравший главную роль Олжас Тоғымбет. Замечательный актер. Кстати, его главная первая роль. Здравствуйте. 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 Танцпой, сенің атаң. Квартираны шатастырып алдыңыз ғой деймін. Ал сіз менің әкемсіз. Ата, сізді жақындама ма? Жақындама. Тема у нас просто колоссальная, потому что я в шоке. Видите, как я волнуюсь? Что я узнал? Данный фильм был снят режиссером на казахском языке, который в принципе не является ни казахом и никогда не являлся гражданином Казахстана. Расскажите мне, пожалуйста, как вы за это вообще взялись? Ну, в целом, я, так как вышла замуж за казаха, у меня судьба, похоже, принесла меня в Казахстан. И отец моего мужа сказал, ну вот, приедешь в Казахстан, будешь снимать фильмы здесь. Все. Ну, то есть с такой целью я приехала, в принципе. То есть здесь работать, снимать, развивать нашу студию Tiger Films. До этого я сняла 2 фильма, драмы, боевики, но они были чисто на русском языке. И все-таки, так как в Казахстане лидирует все равно казахский язык, и именно фильмы на казахском языке, наша цель была именно снимать все-таки, естественно, преобладающий на казахском. Может, с миксом русского, да, но хоть в оригинале сценария у нас и был микс русский с казахским, мы решили вот это полностью убрать и чисто красивый казахский. Да, я смотрел фильм, и фильм весь полностью на казахском языке. Давайте перейдем к фильму «Жап Жас Ата», что в переводе означает «очень-очень молодой дед». И вот этот молодой дед его сыграл. Вот, насколько я знаю, это ваша первая роль, главная. Ну, именно в полном метре, да, первая главная роль. До этого были одни второстепенные роли, и в основном антагонисты. И сам видишь, да, ты только что сказал, именно с таким моим фейсом нелегко было, да, и не предлагали мне. Почему? Потому что, как бы, может, возможно, не видели. Сейчас хочу поблагодарить Алену за то, что ты увидела во мне именно этого Жап Жас Ата. И, честно, мне большая честь работать с Tiger Films, и тем более с тобой. Мы уже не раз с тобой пересекались. Для меня, я тебе честно скажу, что это был новый вызов, так как я свою творческую карьеру начал именно с моделинга, потом перешел в актинг, в актерское. И для себя я научился именно каскадерству, для того, чтобы у меня есть планы, которые я хочу в ближайшее время осуществить, то есть для блокбастера, для исторических проектов, батыров сыграть, вот. Вот смотрю на него, все время лезет из сериала «Скорпион», и он играет в комедии. Очень-очень забавно, очень забавно. Спасибо, очень приятно. Мне, честно скажу, честь с тобой сидеть, потому что мы выросли на твоих роликах. Нельзя так сейчас про меня говорить, нельзя. Да. Нельзя. Давайте расскажем кратко о фильме. Сюжет фильма какой? Молодой, красивый, успешный, богатый мужчина
К нему внезапно появляется ее дочь с ребенком, и он осознает, что он дед. Насколько я знаю, вы играете дочь. Да. Да. И вы не являетесь профессиональной актрисой. Да, я не являюсь профессиональной актрисой. Но вы сыграли чертовски хорошо. Рафет. Как это было сказано? Это было очень классно. Вот скажите, пожалуйста, как вообще проходил пробы или кастинг, как вы их утвердили, как вы вообще начали работать? Пожалуйста, вы проходили кастинг? Маған видеопроба жіберсін деп айтты. Ага, видеопроба. Я видеопроба жібердім. Содан кейін маған айтты, тебя утвердили. И все. Все было так просто идеально. Нет, там же есть очень... Это чем отличается от комедии? Давайте начнем с того, что этот фильм является адаптацией, да? Это не полностью наша разработка. Это вы просто адаптировали корейский фильм, если не ошибаюсь. Франшизу, да. Франшизу, да. Как называется она? Скандалисты. Скандалисты. Вот. Из-за чего вообще появилась идея адаптировать это под Казахстан? Как оно началось? Мы начинаем сейчас все больше вот работать с корейцами и, в принципе, с другими странами, чтобы больше вытаскивать фильмы казахские за рубеж. И, естественно, чтобы больше миксовать, чтобы прокат можно было в разных странах, в общем, делать в целом. И это наш первый проект с нашими партнерами, Big Ocean. Большая корейская компания, уже очень много отсняли и дорам, и фильмов. И скандалисты выбрали из-за темы, скорее всего, больше вот, у нас было несколько разных вариантов фильмов, и в первую очередь мы хотели на комедии сфокусироваться на данный момент, потому что это тоже попробовать для нас и для корейцев такой, пробный период, как бы, так скажем. И комедию все-таки дешевле нам на данный момент сейчас снимать, поэтому выбрали «Скандалисты», тема семьи хорошая, то, что все-таки ценится очень сильно и фокусируется в Казахстане. И в принципе, нам очень продюсерам, мне очень понравилась именно тема основная, смысл фильма в том, что никогда не поздно взять на себя ответственность за свою семью. И вот хотелось это красиво развить и преподнести у вас казахам. Получилось. Вот честно, как зритель скажу, какое у меня было мнение. Это, во-первых, чем отличается от большинства комедий, которые снимаются, то, что этот фильм не привязан к менталитету. То есть это не заезженный уже юмор про то, что в аулах живут казахи отсталые, нету такого. Здесь конкретная идея, есть персонажи. И вообще, это же не просто комедия, это драма, потому что как вот Мона Лиза наша сыграла, просто это же бесподобно. Там есть весьма эмоциональные моменты. Это то, что одинокие мамы. Это больная тема для Казахстана. Актуально. Да, актуальный. Это очень серьезный фильм. И не только то, что сама идея. Главное, нужно было сыграть подобающим образом. И один из плюсов этого фильма — главный актер Олджики, который вы сыграли, молодого, сексуального, красивого Аташку, ее замечательную, прекрасную... Честно сказать, я поражен как-то. Я вначале думал, что она профессиональная актриса. Я просто повернулся, спросил, у нее есть диплом? Потому что ты играешь бесподобно. Сейчас я тебе задам вопрос. Скажи, пожалуйста, вот там есть парочку эмоциональных моментов, которые ты прям ревешь. Сначала ты поругалась с отцом, потом не буду раскрывать сюжет, но плачет она просто гениально. Веришь, охота самому заплакать. Вот как это проходило? Как у тебя нету образования? Как ты подошла к этой роли? Почему ты так отлично сыграла? Я вообще изначально, сама по себе... Мой гороскоп Скорпион. Ой, простите. Я очень эмоциональная. Я очень эмоциональная. И когда я играю, мне очень-очень нравится проживать момент и проживать именно момент моего персонажа. Мне это очень нравится. Даже когда я смотрю фильмы, бывают какие-то вот моменты, актер показывает какую-то эмоцию интересную. Я непроизвольно могу повторить эту эмоцию. Иногда мне даже говорят, что ты делаешь? Да, у меня есть такая привычка. И вообще я очень люблю разные эмоции через себя вытаскивать. А вот это вот именно
драма. Тут мне еще плюс помогает энергетика моего партнера, с кем я играю. А тут Олжас Аға, если честно, очень классно мне помог. Я еще помню, перед тем, как мы начали, я прям Олжас Ағаға говорила, Олжас Аға, сман кәдімгідей айтыңыз, беріңіз деп осылай деймін. Все болды деп. Это тоже очень сильно влияет на именно на сцену, чтобы зайти в эту роль, пережить этот момент. А еще плюс такой... Это можно говорить, да? Ну, то, что я вписала эту вот сцену. Ну, то есть вот это конечно, конечно. Ну вот. Именно вот эта вот драматическая сцена, где мы с Олжас Аға ругаемся, полностью прописала я, смотря еще на сам оригинал фильм, как они там, насчет чего они разговаривали, потому что до этого в сценарии было абсолютно другое у нас. И я прописала так, как я чувствую эту сцену. И так получилось, то, что я прописала, и это действительно еще больше на мне отразилось, и вышло вот так вот очень круто еще с первого дубля, да? С первого дубля потрясающе вышло. Да. С первого дубля вы тот эпизод сыграли? Да, где я вот сильно плакала. Нет, я это видел. Там был эмоциональный момент. И это вы сыграли с первого дубля? Да. Первый дубль самый лучший вышел. Ты заметил реакцию Нурсултана? Вот. Я хочу еще раз сказать, что вот это самородок именно для нашей кинематографии. Мы 2 дня, можно так сказать, кастинг, да, вели? Грубо говоря, да. Да, грубо говоря. И честно скажу, каждый ребенок, он своеобразный, правильно? То есть вот самородок, честно скажу. Да, он очень нам помог. То есть мы очень сильно до этого отставали, но мы догнали. И плюс еще начали форсировать все. И вот Мона правильно говорит. Партнерское отношение. Именно эмоционально. То есть без какого-либо эго. Понимаешь? Есть, когда ты на проекте, честно скажу, что встречаешь, просишь, да, какого-либо актера помочь, или же кто-то тебе неосознанно уже сам помогает. Когда творческий человек, он просто внедряется, он входит в свою призму, он входит в своего персонажа, и он просто тащит, честно говоря, тащит своего персонажа, и плюс за тобой тебя же тащит. И сейчас, честно, спасибо тебе, Мона, за такое партнерское отношение. Мне очень все понравилось. И Нурсултану, жаль, что он не смог приехать. Да. У меня был вопрос. До этого у меня был, не сравнится с вашим опытом, опыты в съемках. И там, если есть ребенок, это сущат. Это сущат. С ними мало того, что они не чувствуют игру, они могут расплакаться, капризничать. Да. Но этот парень, этот малыш, который играл, он же играл бесподобно и выражал эмоции в серьезных моментах. Ты веришь, что он играет. Вот у нас школа появилась, где таких обучают, или просто это в комбинации с вашими играми весь фильм идеальный. И один из ключевых элементов, который лично для меня, как киномана, зацепило. Допустим, как началось вообще просмотр. Перед началом каждого подкаста я просмотрел фильм. И вот у нас есть оператор Бека. Я ему подхожу, что сегодня? Он говорит, комедия. Я говорю, главное, чтобы очередная, не было... наверное, подумал. Я думал, очередная комедия. И включили «Жап жас ата». Сначала кадр начинается с тебя, и сразу понимается, это очень сильно отличается от других казахстанских фильмов. Даже как персонаж преподнесен. То есть ты смотришь, это не казах, по сути, понимаешь, не тот, который вот мало ауылда, ауылдан келген казах, бәке-сәке, нет. Это снят, я не мог понять, это снято в языке фильмов. Любой человек, который включит, он сразу начинает понимать, что да как. Оказывается, вот загвоздка в чем. Этот фильм снимал тот, который ментально не был рожден здесь. Вы взяли эту идею, адаптировали под Казахстан. Это вышло, как американский полноценный фильм. И я даже заметил, что местами очень сильно вы вдохновлялись. Я думал, что оператор просто брал от американских фильмов. Да, оказывается, вы там обучались, отучились. Ваш муж помогал при съемке? А на самих съемках он не присутствовал. Он
предпочитает меня не отвлекать просто. Поэтому именно на съемках он, если прям нужно, он помогает, да. Но есть некоторые шутки, идеи, вот даже, например, то, что она чай из бокала пьет в одной сцене, да, где отец алкоголь пьет, а она чай. Это вот его идея была с пакетиком в этот... Ну, то есть он любит именно физический юмор очень сильно. Ну и тоже какие-то казахские шутки, то есть такое вот тоже пытался привнести. То есть на стадии сценария именно больше он. И на стадии монтажа, конечно, тоже помогало чуть-чуть, если надо было как-то комедийно порезать немного. Вот. В целом... По-любому, это же большой вызов. Снять фильм на чужом языке. По-моему, один из ключевых факторов, почему этот фильм зайдет людям, потому что мне зашло, это то, что вы непосредственно работали, ну, по вашим словам, с актерами. Вы не просто играли, вы не просто объяснили, вы писали даже, меняли сценарий. Да. Как это должно звучать, потому что они владеют языком, вы не владеете, и вы давали волю. Да. Вы не были тираном. Спасибо, Алене. И так созидалось творчество. Вот, знаешь, на площадке, извини, перебью, самый главный плюс, сейчас я хочу поблагодарить всю площадку, потому что была очень творческая атмосфера. Все было на изи, все было налегке. Почему? Потому что мы все друг друга слышали. Вот. Самое главное именно на площадке, когда ты работаешь, когда коннект с режиссером. Ты ее слышишь, его, или же он тебя слышит. То есть нету такого, ты должен здесь, you must, ты сен осыны жасау керексің емес. Саған келет, бұл я почувствовал американскую атмосферу. То есть американский режиссер... У меня есть опыт, 3-4 проекта, когда американский режиссер подходит и говорит, я бы хотел бы увидеть вот это. Как ты на это смотришь? И вот здесь, знаете, что меня удивило, Алена? Это много атмосфера зависела от тебя. То есть без напряга, без такого, знаешь, heavy. Ауыртпашылықта ештеңе болған жоқ, шынымды айтайын. Огромная благодарность тебе, что ты меня слышала, я тебя, и вот этот коннект, он возрастился, и вот этот ребенок начал каждый день расти. И потому что мы каждый день жили этими персонажами. Мы действительно болели этим проектом, чтобы показать зрителю, кто они и что они хотят показать. И самое главное, актер должен принести вот какой-то отклик. Не просто, это не игра, мы должны проживать, это мое мнение. Каждый актер должен проживать, чтобы если у одного зрителя из 1000 останется какой-то отклик полезный, это самый главный плюс. Вот. Потому что режиссер смотрит глазами зрителя. И мне это очень понравилось, Алена. Спасибо тебе большое. Надеюсь, Алена, экспериментов будет гораздо больше в разных жанрах, потому что это новый взгляд. То есть иногда это полезно. Я просто по своему опыту знаю, что когда ты берешь с другой стороны, комбинируешь, выходит что-то дельное. И один из ключевых вот вашего фильма, прям мощных, которые плюсов, это музыка. Вообще, это же вообще другая работа. Фоновая музыка, подобранная, настолько классно звучащая, все казахские. И главное, там актриса, то есть главная Мона, еще поет. Живым голосом. Живым голосом. Меня это ошарашило. Потому что я включил, смотрю, звонкий, тонкий голос. Я такой, ну, фонограмма. И сейчас она мне говорит, что пела. Это какой же ты одаренный талант-то? И на пробах это что? Она отправляла то, как поет или что? Нет, как поет не отправляла. Я просто знала, что она пела до этого. Но когда она пришла и я сказала, что надо будет петь, она так, я ж не пою. А я такая, в смысле? В смысле? Ты поешь, но не поешь? Это как понять? Имеется в виду, я сказала, я не профессионально пою, но я так любительски, я всегда так говорю. Я всегда так говорю, потому что не считаю себя прям певицей, чтобы потом не было такого, что со стороны певцов, артистов, я не знаю, я не хочу так громко заявлять, то, что я певица или там я пою хорошо, просто любительски пою. Ситуатенч, давайте так оставим. Не, любительски пою я.
Да, немножко, понимаешь, вот крипово или в душе вот невозможно слышать. А то, что вот не я, там Бека сидел, наш оператор, и песня же цепляет, голос, как оно звучит, прям, я такой, а потом выясняется, это не фонограмма. Я вначале думал, потому что было распространено, помните, в советских фильмах, кто-то поет, оказывается, ее просто озвучили. Там музыка подобрана идеально. Кто? Вы сами подбирали? Эта музыка должна вот здесь звучать, она должна петь, потому что музыка, вот как казах, музыки там цепляющие и песни цепляющие. Как это? Вы сами слушаете их? Именно которые не актриса поет, а в целом? В целом, да. Что и в фильме, и то, что актриса поет полностью. От и до. Подбирает монтажер, естественно, сначала, но просто потом я уже сижу с монтажером, и если что, мы что-то исправляем. Здесь я по музыке почти ничего не исправляла после того, как монтажер мне принес черновой вариант, потому что в основном по атмосфере везде все вот прям в точку. И песни, и музыка прям хорошо легли. Надеюсь, финальное наше написанное, то, что будет, прям оно будет даже еще лучше звучать. Но музыка в целом у меня в фильмах — это один из больших фокусов. Поэтому это то, что одна из немногих вещей, которые хвалят в моих фильмах. Поэтому я надеюсь, это будет сильно здесь. Вообще шикарно. Я вам скажу, мы посмотрели, музыка очень цепляющая. Прям дизайн, очень цепляющая. Жоқ, шыны керек. Бұл деген мысалы Қазақстан, қазақша ғой енді. По сюжету очень складывается ощущение, что это, больная тема. Насчет того, что мать одиночка с ребенком. Это очень сильно задевает, потому что я видел такие истории немало, неоднократно. Как вы умудрились это преподнести в такую комедию семейную? У меня были знакомые девушки, которые реально страдали. И я тогда понял, что самые сильные люди — это не мужчина, а женщины. Меня шокировала эта бешеная мотивация ради ребенка жить. Но это так преподнесено в комедии, это тяжелая вещь, даже когда ты говоришь, тебе тяжко. А тут в комедии оно идеально сочетается. В чем успех такого? Чтобы трагедию привязать к комедии, чтобы из этого вышло что-то дельное. Явно это должно быть хорошая работа режиссера с его видением, хорошая игра актеров. Что помогло именно? Может, то, что она не знала языка конкретно, из-за этого она более сильно углублялась в процесс работы с вами, потому что фильм вышел шикарный. Есть момент, когда вы ругаетесь, очень сильный. Как ты плачешь там? Мамма мия! Это реально актерская игра. И сейчас она заявляет, что снят с первого эпизода. Да. Вы сами это написали, вы согласовали. Да. И какие еще моменты там были, которые может удивить? Что вы еще создавали? А там эмоциональных моментов куча. Очень есть юмор. Как? Комедия — это один из основных же копинг-механизмов с трагедией, с проблемами у людей. Мне кажется, это хороший способ преподнести тяжелую тему в более легком и понимающем формате, наверное, так вот. Ну и в целом актеры потрясающе просто влились в свои роли. Мона и в роль дочери, и в роль мамы прям. То есть, когда мы обсуждали, как бы здесь по-другому лучше сделать в этой сцене, например, или сказать по-другому, или по действиям. Вот у нее прям так, если я мать, то я бы так, то есть я бы не так себя вела. То есть вот какие-то такие моменты. Прям Олжас тоже вот очень много по каким-то, как Аташка, по многим фразам мы тоже меняли какие-то, потому что он постепенно, он же очень любит свою холостяцкую жизнь, и он постепенно учится ответственности, и вот, то есть он эту боль своей дочери запускает как бы к себе,
и постепенно тоже учится и тоже делится своей болью, потому что для него это вот такая война. Ну, как бы мне нравится моя жизнь, одиночки. Как бы, но здесь люди, которым я нужен, за которых мне надо взять ответственность. И вот, мне кажется, вот таким образом, то есть это же начинается все с комедии, и постепенно вот это вот раскрывается именно драмой больше. Да, поэтому... их там очень много. Очень много. Даже вот персонаж Олджеки, когда он уже немножко учится к своей дочке, он слышит разговор, беседы про его коллег, мужчин, которые обсуждают его дочку, что у него фигура, ничего и так далее. И когда он начинает возражать, что там, нечего болтать, у вас что, нету ни сестры, я вспомнил жизненную беседу. Был у меня, значит, есть он до сих пор, есть он живой, да. Холостяк был отбитый, просто красавчик. И у него 4 девочки, или 5 даже. Я сижу так, рассказываю, я там подкатил к одной девушке и так далее, и он начинает меня там наезжать. Это ж чья-то дочка, чья-то сестра. Я такой, я ничего плохого не имею. Я просто холостой парень. Она прекрасная девушка. В чем проблема? Все равно, если у тебя нету серьезных намерений, не-не-не. Я такой, 10 лет назад ты был вообще другим человеком. Что ты несешь? И вот когда я это увидел из твоего персонажа, это жизненный персонаж, очень. Это ответственность. Ага, ответственность. Вот скажи мне, Олджеки, пожалуйста, ты чем мотивировался, когда играл эту роль? Во-первых, я сам прожил этот опыт. Я честно скажу. Я был женат, у меня 2 дочки. Вот. Но отец мне всегда говорил, ответственность мужчины — это отвечать за свои слова, за свои действия. То есть в первую очередь за себя, за семью, за родителей. Ну и, конечно же, если ты выбрал женщину, первый шаг ты делаешь, ты уже берешь ответственность. То есть если ты не можешь взять, так и скажи. Ты не можешь взять ответственность. То есть только что ты привел пример. Точно так же я хочу привести пример. Я не был в этом коллективе, но мне близкие друзья рассказали, что такая ситуация была. На самом деле, я думаю, что именно эта ситуация будет уроком для всех. И для меня это было очень большим таким опытом, когда ребята мне рассказали. Точно так же все друзья собрались. Один из них был ловелас, бабник, да, двигался, как и другие, всю ночь, да, ему нравились именно красивые девушки. Приезжает к друзьям, и у него спрашивают, откуда ты приехал? Да, я только что там с одной был. Без уважения, понимаешь? С одной был. Ни с девушкой, ни с кем-то, с одной был. Я с ней провел пару часов, я так, я сяк. Понимаешь, здесь человек не только не уважает себя, но и других. И в этот момент детально начал рассказывать, и в этот момент там оказался брат этой девушки. Выяснилось адрес, и этот брат что делает? Енді бізде қазақтың жігіттерінде намыс деген бар. Молча разворачивается, уезжает домой, приезжает, там его сестра. Намыстанғаны соншалықты, он пошел на кухню, открыл газ. Понимаешь? О чем идет речь? То есть здесь об ответственности. Если у тебя отношения, это должно быть личное. Оно повторяется. То есть ответственность мужчины. Он с кухни приходит, смотрит на сестру, берет себя в руки, закрывает газ. Понимаешь? То есть это о чем? То есть ответственность за ребенка, за сестру. Ты правильно говоришь. Он правильно сказал. Это чья-то сестра, это чья-то будущая мать. И в этом случае, знаешь, для меня это была очень ответственный персонаж. Я не хотел просто сыграть. Я не профессиональный актер, честно скажу. Но есть выражение, как Станиславский сказал. У человека есть 5% таланта. Остальное надо развивать. Точно так же. Были моменты, я хочу здесь тоже выразить, чтобы вы тоже знали, когда мне в лицо сказали, вы
типа актеры пришли с улицы. Профессионал, дипломы бар. Дипломы бар. Вам сказали. Иә, сендер көшеден келіп алып, біздің нанымызды тартып алатсың деп бетіме айтқан нәрсе бар. Сондай бір не болды да. Сол кезде мен айттым, мен ызаға ештемеге салынған жоқ. Мен сол кезде модель болып жүргем. Сол жерде айттым, сен неге күтіп отырсың деп. Актерская профессия — это профессия ожидания. Но ты не должен сидеть и ждать с неба. Понимаешь? Ты должен развиваться. Ты должен делать нетворк. Понимаешь? Также вот явный пример. Мона. Султан, да? О, Господи, и, какая же ты прекрасная. Это самородки нашей киноиндустрии. То есть талант. Человек не задерживается на одной индустрии, да, поет, танцует, развивается. Здесь дело не в том, что там аудитория в ТикТоке там очень большая, и все, она тиктокерш. Нет, ты как режиссер, посмотри. Вот Алена увидела талант в человеке, талант в ребенке. И вот собралась такая, знаешь, творческая, большая, такая мощная, сочная атмосфера, и родился такой ребенок. Жаб-жасата. Нет, это не ребенок, это вообще полноценный человек. Потому что этот фильм снят как фильм. Там есть смысл, который доносит. Потому что ваш персонаж меняется. Меняется ваш персонаж. Там все идеально, какие эмоциональные моменты. И удивило то, что подбор актеров хорошо. У тебя гениальный талант. Скажи мне, пожалуйста, как ты заявила, как началась карьера? Наверняка, я просто подумал, реально профессионально играет, значит, профессиональная актриса. А сейчас мы выясняем, что у тебя просто началось все с блогерства. Как вообще пошло? Главная цель была у тебя сниматься в фильмах? Или это спонтанно? А что нет, ты как қалдыма? Жоқ, кішкентайымнан актриса болуды армандадым. Осы жолға түскім келді. Театрда ойнадым, мектеп кезінде жүрген кезде. Бірақ Алматыға оқуға түскен кезде мен құрылыс сәулет институтында оқыдым. Иә, мен сурет жақсы салам. Ол кездері, қалай айтсам екен, өнер жолын бізде Ақтөбеде, батыс жақта ондай, қалай айтсам екен. Сен Ақтөбеденсің ба? Иә, Ақтөбеден, батыстанмын. Не зат десей. Өнер жолын андай профессия демейді да. Міндетті түрде бір профессияң болу керек сенің. Менің профессиям сол құрылыс сәулет болды. Бірақ кішкентайымнан өзім би билегенді, неше түрлі активист болдым деп айтайын. Сондай болып, өте өнерге жақын адам болдым Қытайымнан. Кішкентай кезімнен. Солай Алматыға түстім. Бірақ арманымды қуалап, универде жүрген кезде активист болдым, биледім, өлең айттым, барлығын жасадым. Сол жақта жүріп, сосын универде жүріп, 3-4 курстан бастап кастингтарға қатысып бастадым. Инстаграмнан кастинг деп жазып, неше түрлі парақшаларды тауып алып, соларға кастингқа бара бердім, отказ ала бердім. Солай жүрдім. Сосын бір кездері ойладым, маған бір кастинг директор айтқан болатын. Өкінішке орай, бізде Қазақстанда сол уақытта актриса, қалай айтсам екен, танысың болмай, актриса болып кете алмайсың деген сияқты. Сондай зат айтты да. Ол жақта өздерінің кішкентай комьюнити бар, сол жақта белгілі актерлар бар, соларды қайталап алай береді деп. Басты рөлге кіріп кету өте қиын деп, егер массовка болмаса деп. Сөйтіп айтқан болатын. Сосын ойладым, маған ондай медиа сферадан өзімді көрсету керек деп. Сосын 4-ші курстан бастап мен осы Алматыда Flame Stars деген би командасы болды. Сол би командасына кіріп кеттім. Осын біз барлық музон, сол гакку болсын, барлық нелерде, концерттерде әншілердің артында биші болып жүрдім. Биші болып, осы сфераға кіріп бастадым, жайлап, адамдармен танысып, сөйтіп жүрдім. Сосын әрі қарай ойладым, енді әрі қарай кету керек деп, шоу-бизнесіне кіру керек деп сөйтіп ойладым. Сол кезде Crystals деген топқа кастинг жарияланды. Менің жасым келген жоқ, мен 24-те болдым, ол жақта 21 жасқа дейін болды. Бірақ сонда да тәуекел етіп... Кәсің деді ма сонда саған? Жоқ, негізі группаларға, әнші қыздардың группасына 21 жасқа дейін, 18 жасқа дейін алады. Сонда әр жерде сондай бір сөйтіп алады енді, білмеймін неге екенін. Бірақ сонда да тәуекел етіп сол жаққа бардым, сөйтіп мен Crystals тобына түсіп кетіп, әнші болып кеттім, әнші биші Q-pop групп. Ол кезде Q-pop өте андай не болды ғой,
шу шығарып сөйтіп жүрді ғой. Хайп болды, бешеный. Иә, популярный болды деп айтайық. Сол Q-pop группада болдым, сол жақта жүріп, медиаға көбірек кірдім да, сөйтіп жүріп, кастингтарға барып жүрдім. Сөйтіп көп кастинг директорлар мені уже как медиа сферадағы Crystals тобындағы әнші ретінде көріп жүргесін, олар мені бүйтіп түйсіктеріне алып жүрді. Осындай қыз бар екен, жақсы ойнайды екен деген сияқты. Сөйтіп Crystals тобынан шыққаннан кейін барып, мені ең бірінші рет проектке, сол мен бұрын өткен кастингтің адамдары шақырады. Осы проектке келші, түймеді. Ты уже на уровне звезды дейсің ғой, жұлдыз ретінде. Қатты емес енді ол кезде. Жоқ, ондай емес енді. Сөйтіп барып, сөйтіп кіріп кеттім. Бір жерден екінші, сондағысы ең соңғы менің ол қанша 5 жыл осылай жүрдім. Соңғы нәтижем ол осы неге актерлық неге сфераға дейді. Осы актерлық сфераға кіру болды менде. Сөйтіп кіріп кеттім. Ары қарай уже өзіме байланысты болды. Ол менің ойыным ба қалай болады? Да? Моя игра. Ойыным деген как чувствуешь сөйтіп айта бер. Ары қарай актерлық дәрежеме. Иә, актерлық дәрежеме өзімді қалай көрсетем, соған байланысты болды. Вот қазір енді осы сферада жайлап өзімнің айтады корни пускаю деп айтайын. Құттай корни пускаю. А вот насчет персонажа, Мона, сұрақ. Это мать-одиночка. Ты как к роли готовилась? Қалай дайындалдың? Жалпы согласовывала это с режиссером или просто она сказала: играй как знаешь, или у вас был какой-то образец, на кого-то ориентироваться? Или вы сильно отталкивались от персонажей от оригинального корейского фильма? Как? Нет, просто я хочу услышать и ваш ответ, потому что вы мне интересны как режиссер, вы как актриса. Все, давайте начнем. У меня именно вот как я видела персонажа, не было прям от чего именно я отталкивалась. Скорее просто представила, то есть, и как если бы, то есть, как бы, какие бы были эмоции у персонажа, у человека в такой ситуации. Но, конечно, все равно база оригинала была, так как мы все-таки придерживались его. Да. Естественно, какие-то реакции на что-то вот оттуда базировала я брала. Но когда адаптировали сценарий, мне все равно некоторые вот... У меня есть такая вещь, я люблю очень актерам, вот Олжас это не раз услышал, когда перед следующими дублями от меня он подходит на плейбэк, и я говорю: я тебе не верю. То есть если я не верю, значит... Заменяем актера. Если я не верю, значит и зритель не поверит. Потому что я-то это все и так вижу. То есть мне надо прям, чтобы я поверил в это. Вот. И... это один из способов, как я вытаскивала какие-то эмоции. Но с Моной... вот как я сказала, она потрясающе вжилась. Какие-то со стороны эмоции, вот, как если бы она повела. Я скоро тоже буду матерью. Не одиночкой, конечно же, слава богу. Но для меня тоже как бы я представляла... То есть, когда ты уже в этой... как сказать, в этом болоте уже находишься, грубо говоря, ты уже лучше все-таки понимаешь и намного сильнее воспринимаешь эмоционально истории с детьми. Вот. И, в принципе, я слишком много историй знала и от знакомых, и по новостям от одиноких семей. Не только матерей-одиночек, от отцов-одиночек тоже. И как тяжело детям в этом случае тоже. Как бы это все оно все собиралось и все так отсновывалось. Подождите, нужно переварить. Во время съемки вы были беременны. На данный момент все еще беременна. И вы все знали. Да. Просто в моем понимании беременная женщина в основном сидит дома, не работает, ничего не делает. А у вас работа кипит. Вы режиссер. Как это вообще? И она все еще работает. Да, она все еще работает. Вы мотивировались именно этим, потому что этот фильм снят женщиной, да? Затрагивает женские проблемы. Очень Кстати, мощно. Я хочу одну вещь добавить. Когда
Мона запела живым голосом, ее казахский парень только что возмущался. Ребенок на него не реагирует, но когда она запела, ребенок начал шевелиться, понимаешь? О, Господи. О чем идет речь? О, Господи. Мне было очень приятно, когда мне Алена об этом сказала. Это был в моменте, когда я еще вот акапелла пою, а потом мне Алена говорит, вот, у меня, говорит, ребенок шевелится. Я такая... У меня прям такая... Да, это прям... не фильм, это магия какая-то. Ты начала петь во время съемки в вашем животе? Ребенок начал двигаться? Но именно когда именно живым голосом, когда если мы запись включали, то не особо реагировал ребенок, а вот когда Мона живым голосом пела во время мотора, сразу вот ей очень нравилось. О, Господи, ну можно понять ревность отца, но это же какая-то магия, ты представь. Ребенок первый раз шевелится не на твой голос, а ты отец. Это наш первый зритель. Это первый зритель. Это самый главный зритель. Да, самый главный. Сумасшедшие новости, просто сумасшедшие. Это для меня было прям очень приятно, когда я услышала. Я прям вот потом встаю такая счастливая. Можно я здесь именно с моей стороны, точки зрения, именно с мужской стороны скажу по поводу ребенка. Ты знаешь, что у нас не только в Казахстане, но и в мире статистика очень разочаровывает по разводу, особенно среди молодых. И где-то осознанно женятся, где-то неосознанно, да, поспешно, да, форсируют любовь. Вот это все с пониманием к этому относишься. Но мы хотели дать с этим фильмом, еще раз повторюсь, по поводу ответственности. С мужской стороны, с женской стороны. И знаешь, есть боль. Именно боль. Да, взрослая часть. Здесь при разводе ответственны женщина и мужчина тоже. Да. Здесь виноватых не должно быть и никогда не было. Здесь ответственность перед ребенком. Понимаешь, в жизни ребенка должен присутствовать он и она. Обязательно. Это в первую очередь. Есть моменты, когда для меня больно, когда отец не общается с ребенком. Это уже эго. Действительно, это боль нашей страны. И я бы хотел бы, знаешь, в будущем, и пусть это будет посыл, неважно, я сам просто через это прошел, через развод, и я стараюсь присутствовать. Какое-то время у меня освобождается, стараюсь бежать. Воспитание детей. Да, воспитание. Хотя бы час-два часа ты должен присутствовать. Да, график у нас ненормированный. И знаешь, когда был фильм «Парковщик», я с дочкой приехал, и она всегда говорит, ты мой герой. И когда она посмотрела «Парковщик», она говорит, ей 8 лет, она мне сказала, папа, я горжусь тобой. Я, знаешь, у меня вот здесь все, знаешь, вот прям вот так все вспыхнуло. У меня прям... Я начал скрывать свои слезы, я просто вот отвернулся. Я к чему это говорю? К тому, что, знаешь, это мужская часть и женская часть, она в ребенке должна присутствовать. Понимаешь? И хотелось бы, чтобы каждый отец... Я не крутой отец, я не пример там идеального отца, но когда ты видишь... ребенок болеет, или когда... Это моя боль, я честно скажу. Я ненавижу, когда кто-то, какой-то ребенок плачет. Или там обижен на что-то, или нет настроения. Я места себе не нахожу. И хотелось бы, знаешь, да, развод — это судьба, это несостоявшиеся вот эти характера, да, характер, да, будет. Но без эго про ребенка не забывать. И здесь вот Нурсултан, знаешь, между двумя огнями ходил. То есть отца не знает, персонаж, да? Ребенок поддерживает, вот как мужчина. Это пример того, что ребенок растет без отца и поддерживает свою мать. Ты видел, да, где мы не только вот друг другу подачу давали, но и Нурсултану тоже. Он за дверью стоял. Мы орали друг друга эмоционально. Она плакала. И когда он выбежал, ты видел, какие у него эмоции были. Он сам чуть ли не плачет, но не показывает своей матери, поддерживает как мужчина. То есть здесь не только
от главного персонажа, от Дархана пример должны брать. Но от Айман тоже, но и от ребенка. Тоже, кстати, с первого дубля ребенок. Вот, ребенок. Да, вы издеваетесь. Бір дубль был полный. Да, это один дубль. Да, и хотелось бы, знаешь, у казахов есть у нас аманат. Это аманат, еркектің аманаты бар, әйелдің аманаты бар, қарым-қатынастың аманаты бар, баланың тәрбиенің аманаты бар. Қазір неге статистика бойынша ажырасу өте көп? Себебі бұл да аманатқа келеді, тәрбиенің аманаты. 2 жас ұрысып қалды ма, болды, келе сал үйге. Бір нәрсе қыламыз деген сияқты, әке-шешенің бұл жерде қателіктері көп. Енді мен барлығына жауап бермеймін, бірақ көбінесе мен өзің сияқты юрист достарым бар. Солар айтады да, әкесі алып кетеді, немесе анасы алып кетеді, не жоқта направление. Ақыл айту деген жоқ, эмоцияға беріліп, бұл жерде де эго болып тұр ғой. Сол себепті қарым-қатынасқа деген жұмыс десе жастарымыз, Құдай қаласа. Мен еш нәрсені үйретіп атқан жоқпын, себебі мен өзім бұл тәжірибеден өткен екен, ондай болмаса деген бір ниет. Енді жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Ол сенің жүрегіңдегі. Вообще, что я хочу сказать? Что делает ваше произведение настоящим фильмом? Хотите, я вам скажу, да? И учитывая то, что все элементы просто это какая-то магия. Может, изначальный замысел у вас был правильный, что вы хотите снять продукт, не который принесет деньги, а расскажет историю. Историю об ответственности, что детей породили, нужно брать на себя ответственность. И там замысл это глобальный находится. И может поэтому такая магия и происходит, что беременная женщина начинает снимать, и у вас такие замечательные актеры выдают эмоциональные отрывки просто с одного дубля. И я хочу вас похвалить, именно вас, за то, что вы корейскую иностранную идею адаптировали под Казахстан, при этом не делая это криповым. Вы преподнесли даже вот как ваш партнер по фильму Мэки наставляет вас, то, что собака не бросает через щенка, юмор. Да, через юмор. Я такой, и потом это снимал не казах. Кто тогда это писал? Как вообще это преподнесли? Потому что все наставления не делаются прям крипово. Там делается с юмором по-философски. В чем ваша фишка? Как вы это сделали? Где вы? Вы в Хогвартсе учились? Это как? Не, здесь, мне кажется, как раз-таки вот именно в этом фильме фишка в том, что я, не зная языка, должна была отрежиссировать актеров, но хоть я понимала парочку слов, то есть уже запомнила эти одни, вторые, третьи, может, фразу запомнила, но я сильно фокусировалась на эмоциях. И, то есть, и даже вот то, как они что-то говорят, то есть я знаю, какая это примерно фраза, и знаю, какая эмоция мне там нужна. И поэтому я это пыталась вытащить. Не то, как они говорят, а именно, ну, то есть не то, с каким выражением, а именно с какой эмоцией. И так как мне, не знающему человеку, не знающему казахский, и смешно в моментах даже, где диалоги, шутки вроде бы должны быть чисто для казаха, и плакать хочется в других моментах, да, мне кажется, это вот, именно это и делают, вот, грубо говоря, фильмом, как не чисто вот казахским таким, а вот для любой... Настоящим фильмом, да, просто это фильм, это реальный продукт. Я так понял, этот фильм снятый эмоциями. Просто. Не просто вот логика, нужно собрать деньги, да, нужно собрать кассу. По вашим рассказам, просто вот актер, узнавший, что такое развод, каково расти ребенка, талантливая актриса и режиссер, беременная будущая мать, и вы снимаете, который не владеет казахским, ну как... И я, Bad Kings, официально заявляю, вы должны пойти на этот фильм из-за этих прекрасных людей, посмотреть, ознакомиться. Это новый взгляд на наш фильм, на нашу ментальность. Радует то, что мы, казахи, выставлены не крипово. Имеется в виду вот этот, помните, образ карикатурный. Да. То, что вот той, думан, свадьба, аул. Той, думан. Здесь вообще нету. И что примечательно,
Фильм снят полностью на казахском языке. Это был единственный эксперимент на казахском языке, или вы хотите экспериментировать дальше? Цель снимать на казахском дальше. Только вот мне сказали сначала учить казахский язык, а сейчас, после того, как понравилось, насколько я отрежиссировала, не зная казахского, сказали, не нужно мне знать казахский, лучше так режиссировать. Нет, по-моему, дальше уже будет гораздо лучше, потому что вы смотрите со своего видения, и да, жду работы с этими замечательными актерами, колоссальные фильмы масштабного уровня, сказал бы так. Сіз сұрақ қоярдың алдында мен бір зат қосып айтып кеткім келген бағана ол жасаған айтқанына. Бұл фильм тек қана жаңа айтты, ответственность туралы ғана емес, арман туралы да. Ол өте маңызды моментта, соны қатты айтқым келіп кетті, что адамдардың тек қана ответственность деп ойлап кетпесін бұл фильмді. Бұл фильмде жаңағы жалғыз басты ана айтады ғой, баласының өміріне қана қарап қоймай, өзінің арманын ұмытпай, өзінің арманына ұмтылу. Бұл жерде, осы жерде жақсы көрсеткенде, өткені өкінішке орай, бізде Қазақстанда айтады ғой, менталитетке байланысты әйел адам, қалай айтсам екен, жалғыз басты әйел адам көбінесе айтады, ой, болды, өмірің бітті деген сияқты. Бізде менталитетте ол өкінішке орай бар. Сол жағын біз көрсеткіміз келді, яғни сен нешеде жасың 20-да болсын, 30-да болсын, балаң болсын, болмасын, ешқашан өзіңнің арманыңды ұмытпа. Арманыңа ұмтыл, өзіңнің болмысыңды ұмытпай, әрқашан биіктерге жетуге ұмтыл деген мақсатта бізде болды. Жаңағы не болды ма? Ответственностьпен бірге осы басты бір мақсаттардың бірі болды. Сондықтан соны айтып кеткім келіп кетті қатты де. Дұрыс айтасың. Өйткені фильмде масштабный нәрселер көп. Бір ғана ой емес. Это не только там ответственность, да? Это то, что мужчина начинает взрослеть. Хоть и он в возрасте, он может оставаться ребенком. Второе, это то, что прекрасная Мона сказала, то, что мать не должна бросать, верить в свою мечту, даже из-за ребенка. Можно все постичь. То, что ты мать-одиночка, не ставит на тебя крест. Не обязательно. Это Казахстан в другом мире. Женщины — сильные люди. Я люблю свою мать, господи. Нет, у меня полноценная семья, у меня отличный отец. Я просто хочу сказать, что женщины — это земные ангелы. Вот главный посыл этого фильма. И это так преподнесено, қалай көрмейсің бұндай киноны, кинотеатрға барып. Потому что, я повторюсь, вы сделали главную работу, можете гордиться. Вы сняли фильм как киноделы, актеры снимающиеся и актриса начинающая. Прям өсіп, өнеп жете берден келген. Оскарды алып қайтыңыз. Сіз особенно прям. Джон Уик казахский. Обязательно. И ваши эксперименты пускай не прекратятся. И хотелось бы спросить, какие-то эксперименты нам ожидать? С какими жанрами вы хотите еще поработать? Хотите ли вы поработать с этими замечательными актерами еще раз? С этими актерами обязательно. Я очень хотела с ними поработать уже парочку лет, поэтому очень рада, что наконец-то поработали, и обязательно еще на следующих проектах хотела бы с ними поработать. Следующие эксперименты, еще поэкспериментировать с комедией, потому что это моя первая комедия, для меня это тоже интересный новый опыт. И, естественно, с драмами и боевиками. Эксперимент пускай не прекращается. Возможно, даже хоррор попробуйте. Все-таки вы человек творческий, вам нужно иногда что-то новое пробовать. Вы серьезные роли, не только серьезных прям бойцов и так далее, а драматические роли. Ты моя прелестный ангелочек. Просто ты всегда появляйся. Тебя и слушать приятно, на тебя смотреть приятно. Что я хочу сказать? Время уже на подходе. Мы провели замечательный подкаст с замечательными людьми, затронули большие темы. Это даже мы фильм не посмотрели, а вы представьте, что с вами случится, когда посмотрите этот фильм. Вот, что я могу пожелать, я уже вам пожелал. Напомню, что 16 января, 16 қаңтардан бастап, бүкіл кинотеатрларда «Жап-жас ата» деген кино шығады. Во всех кинотеатрах 16 января появляется фильм наших замечательных актеров и режиссера. Скажите пару слов, что вы хотели бы пожелать нашим зрителям перед просмотром данного фильма?
Я? Да, вы режиссер, актриса и актер. Ну, во-первых, я думаю, это понравится как и молодым зрителям, так и более старшим зрителям. Это самое важное, это была наша цель. И мне кажется, любой человек сможет выучить отсюда, ну, взять какой-то урок для себя, какой-то смысл, научиться чему-то новому, хоть это и комедия, опять же. И просто, надеюсь, очень много и поплачет, и посмеются люди. Это самое важное. Айтабай, Мона Лиза. Картина наша. Картина, да, настоящая. Ладно, не буду. Менде негізі Аленаның сөздеріне қосыламын. Оның үстіне сіздерге кино сіздерге ұнайды деп үміттенемін. Ең бастысы сол. Жақсы көңіл күймен қараңыздар. Өздеріңізге күшті нәрселер осы кинодан аласыздар деп үміттенемін. Обязательно. Ал енді брутальный Олжеке. Рахмет шақырғандарыңызға. Шынымды айтайын, барлығымыз қателік жасаймыз. Бірақ өмірде қателік болмайды. Ол тағдырымызда жазылған нәрсе бар, барлығы Құдайдан келеді. Сол себепті арманымыз туралы ұмытпайық. Әрқашанда арманымыз туралы ұмытпайық. Бір нәрсе болды деп, біз сол жерде қалып кетпеу керекпіз. Мұңаймау керекпіз. Арман бар ма? Болды. Сол арманмен жүру керек. Себебі ең басты мотивация ол біз өзімізбіз. Әлбетте. Еңсемізді түсірмей, ата-анамыздың алдында аманатымыз бар, Құдайдың алдында аманатымыз бар. Сол себепті құрметті көрермен, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Бар болайық, бай болайық, еліміз тыныш болсын. Келіңіздер, көріңіздер. 16 қаңтардан бастап Мона Лиза мен Bad Kings, Алена, Жабжасата и режиссер. Ставьте лайки, дорогие друзья, напишите комментарии, подпишитесь на наш канал. Будут еще выпуски, будут уйма казахстанских фильмов. И надеюсь, эти замечательные люди... Мы увидимся в этом подкасте с другими проектами. Я очень надеюсь, потому что вы мне так понравились. Это был, пожалуй, самый лучший выпуск пока что, да. И будем ориентироваться именно на это. Так что саламат болыңыздар. До свидания. Всего доброго вам. Ал енді өзіміз отырып шай ішейік.